Республика Коми смотрит в будущее. Программирование, разработка мобильных приложений, робототехника, погружение в виртуальную реальность. Теперь дополнительное техническое образование доступно и детям Сыктывдинского района. Первый сельский IT-куб открылся в Выльгарте в рамках нацпроекта образования. Центр оснащен высокопроизводительным современным оборудованием и новой мебелью. Сегодня состоялась церемония открытия. Какие перспективы дает обучение в Центре цифрового образования, узнал Иван Беречевский. Старшеклассник Константин уже выбрал свое направление для будущей профессии. Занимался программированием самостоятельно, а теперь и в Центре цифрового образования IT-куб в родном селе. Это поможет ему при поступлении в престижный вуз. Куда дальше поступать? Не знаю, в питерский вуз. Питерский? Да. А куда? Какой? СПбГУ. Понятно. Там как раз есть такой факультатив мобильной разработки. Понятно. Поэтому сюда и пошел. Ясно. Ладно. А дальше, после питерского? Работать. Где? В компании какой-нибудь. Понятно. То есть нам надо создать компанию, чтобы вы приехали работать в компанию. Да. Будем к этому времени стараться создать уже. Да. Удачи. Дополнительное образование художественно-эстетической направленности дети региона получают повсеместно. Но современность диктует новые требования, а потому и техническое творчество стремительно набирает обороты. В селе Выльгарт IT-куб открылся на базе районного центра внешкольной работы. Сегодня здесь уже обучается 407 школьников от 10 до 18 лет. Цифровизация, общество уже достаточно глубоко проникло, и, конечно, дети должны быть к этому готовы. И мы целенаправленно в республике к этому идем. Как подтверждение, буквально 2 дня назад открыли очередной кванториум, причем кванториум как стационарный, так и мобильный в Ухте. Это второй кванториум в республике после Сыктывкара. И вот сегодня IT-куб, по большому счету, это мини-кванториум. Оснащение центра внушительное. Это мощное оборудование для программирования и разработки мобильных приложений для изучения робототехники, интерактивные вычислительные комплексы, виртуальные шлемы, очки, да и мебель под стать, обучение по 6 направлениям. 3D программирование, 3D моделирование. Средние ребята среднего возраста, 9-11 лет, с ними мы изучаем простейшее оборудование и разрабатываем, опять же, простейшие приложения под них. Педагоги центра IT-куб 7 человек. Это местная гордость и основа уникального образовательного учреждения. На постоянной основе повышают квалификацию и проходят сертификацию по программам партнеров центра, а их немало. Каждый знает несколько языков программирования, имеет навыки командной работы и может преподавать интересно и просто то, что детям раньше казалось недоступным. Например, юные художники могут перенести свое творчество в цифровое пространство, изучая основы алгоритмики и логики. В итоге получается новый продукт. Все блоки на русском языке, то есть не нужно изучать язык программирования. Можно самому нарисовать персонажа, можно самому нарисовать фон какой-то определенный и уже на этом строить какой-то ролик, мультик и какую-то игру, например. В IT-кубе дети не просто изучают информационные технологии, создают свои проекты, проводят инженерно-технические разработки и научные исследования. Это возможность выбрать в будущем современную и востребованную профессию. Может быть, даже ребенок, который получает дополнительное образование в IT-кубе, не свяжет свою жизнь действительно с какими-то информационными технологиями, но он будет иметь навык, он будет понимать, как что работает, он будет формируется его культура поведения вот в большой этой сети интернет. И это развитие ребенка. Разностороннее развитие ребенка, оно очень полезно. Пусть он сегодня позанимается техническим творчеством, возможно, потом он идет в естественно-научное направление, когда будет чуть постарше. Поэтому такие специалисты нужны везде и всегда, но самое главное – это именно выявление способностей ребенка. В планах инновационного учреждения образовательные интенсивы и учебно-тренировочные сборы. Просветительский ликбез в сфере кибербезопасности детей. В следующем году такой же центр откроет свои двери в Усть-Куломском районе. Иван Беречевский, Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.